Понедельником в этой студии мы с гостями обсуждаем темы актуальные, те темы, которые волнуют жителей нашей республики. И, конечно, номер один тема сегодня – это грядущий паводок. Совсем немного остается до прихода в Якутию большой воды, но уже ясно, что паводковая ситуация будет напряженной. Благодаря большим количествам осадков, которые выпало в этом году, особенно в Центральной Якутии. По прогнозам гидрометеорологов, пострадать от наводнения могут 123 населенных пункта в 24 районах республики. Максимальные уровни воды на основных реках превысят среднее значение на 1,5 метра. Насколько готовы наши службы, когда ждать вскрытия рек, где ситуация будет особенно напряженной, это мы обсудим в течение следующих 40 минут. Ну, начнем, наверное, с вас, Дмитрий Дмитриевич. Расскажите, какая подготовка ведется на реках, почему вообще глава республики Айсен Николаев лично дал поручение? Ну, то, что глава Арсений Сергеевич держит на контроле данную ситуацию, оно ежегодное, и в этом плане тут удивляться не к чему. В целом мы считаем, что все мероприятия, которые должны были проводиться правительством республики и структурами РСЧС республики, коллегами, они все проведены, подходят к финишной черте. То, что было запланировано, мы видим и мониторим то, что все планы, они выполняются в срок. И это радует. При этом паводкоопасный сезон. В целом паводок в Якутии всегда происходит, как говорится, напряженно. Мы четко помним, когда в начале нулевых, после были случаи, когда подтапливало, причем капитально, уходили дома, теряли крупный рогатый скот, в том числе и людей. И в этом плане, конечно, мы ежегодно совершенствуем ту работу, которая у нас предстоит. И в этом плане я считаю, что все работы проведены, и мы к паводкоопасному сезону готовы. А можно ли рассчитать, насколько сильно разыграется стихия? Вот, может быть, вы ответите? Добрый день. Ну, мы уже выпустили прогноз гидробюллетень номер 1, да, где указали примерно ориентировочные даты вскрытия рек нашей республики, а также ожидаемые наивысшие уровни весеннего половодья. И пока у нас опасения вызывает эта река Амга, где вследствие больших снегозапасов у нас ожидаются уровни близкие к опасным отметкам. Вот, в Амге наибольшая, то есть опасная отметка, она составляет 925 сантиметров, да, а мы ожидаем уровни от 850 до 950. Это уже, как бы, можно сказать, без учета затора. Если вдруг образуется затор, то, конечно, обстоятельства будут куда печальнее. То есть это А так, могу сказать, что вскрытие реки Лена в пределах Ленского, Алекнинского района ожидается с 8 по 15 мая. На участке Покровск, Кангалас и Якутск с 15 по 18 мая. На территории Кобяйского района с 19 по 21 мая. И у поселка Кисюр в последних числах месяца. Во второй декаде мая мы ожидаем вскрытия рек Алдан, Амга и Вилюй. В третьей декаде у нас начнут скрываться реки Севера и Северо-Востока. Вот. И в начале первой декады уже будут устьевые участки рек вскрываться. И максимальные уровни весеннего половодья ожидаются выше средних многолетних значений. Исключение у нас составит только это река Лена, Ленский район и реки Северо-Востока, где уровни ожидаются в пределах нормы. То есть я правильно поняла, что особо сложная ситуация ожидается на Амге в этом году? Да. А вот что по поводу малых рек? Там как? Малые реки тоже центральной части Якутии, а также это горный район, заречные районы, тоже ожидаются уровни выше средних многолетних значений, выше нормы. То есть там будет достаточно тоже много воды, будет вот активное снеготаяние начнется, уровни будут повышаться и могут выйти из берегов и затопить пониженные участки рельефа местности, населенные пункты, социально значимые объекты. Но я правильно понимаю, что наводнения могут быть не столько из-за заторов, сколько из-за большого обилия снега? Нет, Да, это... Можно я добавлю, да?
По данным Якутского ГМС, наше управление провело ряд наблюдений, анализов и сравнило последние 10-15 лет. И там было четко видно, что прошлый год, 22 год, был очень влажный. Ну, осенью выпало очень много осадков, и тем самым почва была очень увлажненная. По сравнению с прошлыми годами, если смотреть, 2007 год и 2008 год очень близки к этим данным. Плюс выпало очень много осадков в виде снега. Тогда в 2007-2008 затопило как раз по малым рекам множество населенных пунктов. На реке Татта, Сола, Матта, Карбалаган, таких малых реках были очень сложные моменты. И насколько у нас готовы службы? Добрый день. Вообще в целом можно сказать о том, что мы подготовку к весеннему паводку уже начали готовиться заранее. В начале года было принято распоряжение правительства республики, где всем органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, предприятиям и организациям были поставлены четкие задачи. В рамках подготовки безопасного пропуска паводковых вод уполномоченные органы провели комплекс мероприятий. Это и завершается работа по ослаблению прочности льда, завершается проверка пунктов временного размещения. Ослабление прочности льда — это зачернение Да, это наши коллеги, мои коллеги могут более детально остановиться. Также уточнены и подготовлены места и по отгону скота, также проверена система оповещения, ну и ряд мероприятий, которые были поставлены правительством республики. На сегодняшний день мы отмечаем высокую готовность. Практически, еще раз повторюсь, практически все запланированные мероприятия по безопасному пропуску паводковых вод, они выполнены. Ну, давайте немножко расшифруем для наших зрителей, что такое мероприятие, потому что мы говорим, проведен ряд мероприятий, все мероприятия проведены, а что это именно? Это подготовка гидротехнических сооружений, может быть, там укрепление какое-то, там зачернение льда. По зачернению или по мероприятиям по ослаблению прочности льда в начале года по итогам принятых решений научно-технического совета определены места по ослаблению прочности льда на реках Алдан, Лена, Колыма, Амга. И сегодня данные мероприятия завершаются. Это повторимся, зачернение и распиловка. Этим занимаетесь, добавить хотите, да? Конечно. Цель данных мероприятий – это снижение вероятного заторных явлений перед вскрытием реки, перед ледоходом, начальной стадии ледохода. На эти мероприятия из федерального бюджета в этом году профинансировано около 45 миллионов рублей. Заказчиками являются филиал Ленрегионводхоз, ФГБУ Центррегионводхоз, это федеральный орган. Они выполняют работу на 8 муниципальных районах на реке Лена и Колыма. А по переданным полномочиям данные виды работ выполняет Министерство экологии. А с 2020 года задействована работа мобильного приема передатчика с Роскосмосом, космический мониторинг. Кто-то про это может рассказать? Добрый день. Да, действительно, у нас на территории Республики Саха-Якутия работает мобильный приемо-передающий комплекс. Это единая программа МЧС России совместно с Роскосмосом и правительство Республики Саха-Якутия. На сегодняшний день данный мобильный приемо-передающий комплекс уже приступил к работе в этом году. Уже можно сказать, что мы получаем оперативно снимки по основным рекам Республики Саха-Якутия. Космические снимки в прошлом году помогли принять соответствующие решения оперативные по ликвидации тех или иных ситуаций на реках республики. А также данный мобильный приемо-передающий комплекс также работает по лесопожарному периоду.
Вот, оперативная информация поступает в Центр управления кризисных ситуаций Главного управления, от Центра управления кризисных ситуаций МЧС России и доводится до всех органов управления, в том числе до ИДДС муниципальных образований по оперативной информации. Ну, то есть сейчас на начальном этапе вот эти вот распиловка, зачернение — это главные меры, да, по ослаблению прочности льда? Это один из элементов. А еще что там, безопасности. еще что превентивные мероприятия. Ленское бассейновое водное управление, оно занимается на трансграничных реках. Это Лена, Колыма, те, кто проходит, ну, какие реки проходят по 2 и более субъектам Российской Федерации. Федеральные реки, так Федеральные скажем. реки, так скажем, да. А по малым рекам в рамках переданных водных полномочий занимается Министерство экологии. Это Амга, Алдан, Нюя, Тако. Там на 33 затороопасных участках мы проводим работы подрядчиками, контракты заключены. Мало того, что уже все работы выполнены, сейчас уже последние штрихи по приемке всех мероприятий. Сейчас активная фаза, вот, последние дни работы как раз вот по всем объектам, где вот проводятся вот работы на финишной прямой. На этой неделе все работы будут завершены. И, я так понимаю, пока все по графику идет, да, вот как вы озвучили, какие даты? Ну, по графику это сложно сказать, что идет по графику, потому что у наших соседей в Иркутской области тоже еще пока никаких явлений не наблюдается, сохраняется зимний режим. Но вот только что второй день в районе Усть-Кута отмечается вода на льду, но это даже как бы не отражается на самом подъеме уровня, то есть он у них стоит пока на месте. Так что зимний режим и у них, и на нашей территории сохраняется. А так бы хотелось бы сказать, чтобы на что нужно обратить внимание, предлагаем мы обратить внимание, это участок реки Лена, Солянка, Алекминск, потому что там средние месячные уровни превышают норму на 1-2 метра. Это река Амга, Амгинский и Татинский район, да, ну, то, что я озвучил выше. И также нижнее течение реки Лена в пределах Кобяйского и Булунского района, где осенняя увлажненность достаточно высокая, да, была, и плюс еще большие снегозапасы от 140 до 160%. Ну и малые реки, как я уже тоже сказал ранее. Ну что ж, мы продолжим разговор после короткого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия Лайф». Мы обсуждаем грядущий паводок и подготовку к нему. И вот такой у меня вопрос. Каждый год во время половодья в соцсетях, где-то мы в новостях видим призывы о спасении охотников, каких-нибудь рыбаков. Людей относят на льдинах, либо реки преграждают им путь к большой земле. Вот недавно у вас прошла пресс-конференция по подготовке к паводковому сезону. И вот какова статистика вообще прошлых лет? Много ли людей спасатели с островов выводят? Что-то поменяется или что-то в этом году? Или... Ну, позвольте, я отвечу. Здесь действительно, я лично, вот, когда мы проводили пресс-конференцию, озвучивал эту проблему. Действительно, такая проблема присутствует здесь. Мы, якутяне, у нас в крови охотятся, и ежегодно люди уходят на острова, где для них более комфортно и считают добычу там более приспособленными местами, но при этом абсолютно пренебрегая безопасностью, да, которой впереди может быть угрозой и для жизни их. При этом мы ежегодно сталкиваемся с тем, что спасаем людей от 3 до 11 случаев, да, когда мы спасаем людей с островов, снимаем. Это один из таких показателей. Мы мониторим 2017 года, когда мы в 2017 году 11 случаев было, когда мы людей снимали с островов. В 2018 9, в 2019 5, в 2020 4. И так вот идет где-то вот стабильно до 10 случаев, да, в последние годы. И мы ежегодно, закладывая средства, по крайней мере, в прошлом году мы 26 миллионов закладывали в бюджете, да, на поисково-спасательные работы. И в этом году заложили, и это большие средства, которые на самом деле
нужны для других случаев. Но это же ответственность людей, которые уходят на острова, зная, что будет паводка опасная Безусловно, ситуация. безусловно, это так. И мы с этого года будем предъявлять счета, ну и чтобы люди оплачивали. Потому что это не для таких целей мы закладываем средства, чтобы проводить спасательные работы. То есть, получается, это не штраф, но эти люди должны будут возместить расходы по вот этой вот бюджету республики, спасательной операции. Да, безусловно. А сколько, сколько стоит одна спасательная операция? Ну, грубо, навскидку. Как там порядок суммы какой? Там, Ну, 100 мы обычно людей спасаем вертолетами, и час лета, наверное, где-то шкаливает около, наверное, уже 300, да? Да, 300-320 тысяч. Это 1 час вертолета. Час, да. Но эта спасательная работа обычно занимает около 3 часов. Считайте, вот для того, чтобы спасти там 4 там, или 3 человек с острова, им надо будет заплатить 1 миллион с лишним рублей. Это только во время паводка или вообще так всегда Ну, будет теперь? практика показывает, что во время паводка таких случаев много. Но и в целом таких искателей приключений действительно мы будем, как говорится, наказывать рублем, чтобы они относились прежде всего к своей жизни ответственно. Ну, это вообще получается, если такой штраф, но единовременно вряд ли охотники смогут заплатить вот такую сумму. Можно, да? Я. Да, конечно. Ну, мы ежегодно в рамках подготовки к безопасному пропуску паводковых вод тоже на всех площадках, в том числе с нашими коллегами с муниципальных органов и исполнительной власти, ведем предупредительную работу, чтобы целенаправленно предупреждали охотников о том, что при таких-то случаях этим-то гражданам будет определено по возмещению затрат данной операции. Ну, как Дмитрий Дмитриевич сказал, да, летный час очень стоит дорого, и все-таки этот вертолет мог бы в этот момент кому-то более, наверное, реальную спасательную операцию надо было провести, а мы будем отрывать от данной работы. И хотелось бы воспользоваться этим случаем и обратиться тоже к гражданам, все-таки обеспечить свою безопасность, да, и не выходить на пойменные места в период повышения уровня этой воды и в период ледохода. Речь не идет о тех людях, которые, скажем, профессионально выполняют свои обязательства. Например, те же сотрудники гидропостов, да, которым будет угрожать вода. Мы, конечно, их будем спасать без вопросов, без всяких предъявлений. А речь идет о тех людях, которые, возможно, Ну, зная о паводке, они все равно идут охотиться Да, да. на острова. Независимо от того, что мы и надзорные органы предупредили, органы исполнительной власти предупредили, органы местного самоуправления, и супротив этому они все равно не принимая во внимание данные это предупреждения, Но рискуют своей жизнью и да, подвергают, в общем... опасности наших спасателей тоже в том числе. Какие-то особые средства понадобятся в этом году, чтобы риски минимизировать? Ну, мы ежегодно планируем запас взрывчатых материалов. В этом году запас создан в пределах до 25 тонн взрывчатых веществ. Будут работать 2 взрывные команды. И отдельно мы спланировали мероприятие по переброске на реку Колыма. Уже отдельное мероприятие по доставке туда взрывчатых материалов. Но все-таки мы все вместе, оперативные службы наши, будем наблюдать прохождение ледохода. А на реках республики будут работать и оперативные группы, это как Лена, Колыма, Алдан, Амга, Тата. И эти оперативные группы будут координировать действия всей территориальных подсистем по безопасному пропуску паводка. Ну, надеюсь, что данные взрывчатые вещества нам
Не понадобится. Да. Но мы готовимся к наихудшему сценарию. Добавьте, Я да, дополню, Дмитрий конечно. Николаевич. Да, действительно, в этом году планируется работа 9 межведомственных оперативных групп, которые будут по решению комиссии по чрезвычайной ситуации Республики Саха-Якутия работать в основных реках. В состав данных межведомственных оперативных групп будут входить как и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, да, представители Главного управления. Сюда будут входить еще представители исполнительных органов государственной власти Республики Саха-Якутия, а также региональные спасатели и федеральные спасатели. Они будут отслеживать прохождение паводков вот. И, соответственно, будут при возникновении тех или иных чрезвычайных ситуаций будут принимать оперативные меры по ликвидации данных чрезвычайных ситуаций. Далее в состав оперативных групп будут у нас задействована беспилотная авиационная система, которая будет отслеживать паводковые ситуации. Далее будут задействованы авиация, как Якутская территориальная подсистема РСЧС, так и авиация МЧС России в количестве 2 единиц. Такое решение уже принято на сегодняшний день. Но вот мы услышали, где ситуация будет наиболее напряженной, мы уже примерно знаем, а готовы ли там эвакопункты, будут ли людей с потенциально опасных территорий переселять туда, или как это будет Здесь происходить? тоже я вкратце скажу. В соответствии с, как Дмитрий Николаевич было сказано, что в соответствии с нормативным документом, который ранее был принят в Республике Саха-Якутия, и опять-таки решением комиссии по чрезвычайным ситуациям, на сегодняшний день в 15 муниципальных образованиях проведены командно-штабные учения по проверке готовности сил звеньев, да, территориальных. И вот именно в ходе вот этих командно-штабных учений мы одним из вопросов рассматривали вопрос подготовки пункта временного размещения. Мы во всех муниципальных образованиях, где мы проводили данное учение, мы реально заходили в эти пункты временного размещения, реально рассматривали, сколько может быть вместимости и оснащенности материально-техническими средствами в этих пунктах временного размещения. Разговаривали с личным составом, который будет задействован при развертывании данных пунктов временного размещения. И на сегодняшний день мы пришли к выводу, что действительно тот личный состав, который закреплен за данными пунктами временного размещения, ну, по крайней мере, по тем пунктам временного размещения, где мы были, можно констатировать факт, что они готовы к действиям. Сколько их, вы сказали? Их всего в республике приводится готовность 270 единиц. Для приема более 22 тысяч населения. Это по тем муниципальным районам и населенным пунктам, где мы сегодня видим более такую как бы. Вот насколько я знаю, что для крупного рогатого скота тоже какие-то территории готовятся, да, чтобы отгонять. Пункты отгона скота на сегодняшний день все подготовлены нашими коллегами с отрасли сельского хозяйства. И на сегодняшний день все эти пункты временного отгона скота и лошадей, они уже готовы. И у нас по республике 106. И мы действительно, как вот Александр Ильич подметил, они были тоже проверены. И самая высокая оценка, то, что республика готова к паводкоопасному сезону, это является проверка Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, которая у нас была и которая оценила регион о готовности к паводкоопасному сезону. Ну, то есть, в принципе, все готово. Сегодня мы считаем, что мы готовы. А если все-таки начинается подтопление какого-то населенного пункта, как быстро туда вот помощь приходит? Если там вот из этого как раз пункта, да, соединенного, она и... Да. Правильно? Здесь получается, если алгоритм действий, если смотреть, при получении краткосрочного прогноза и наихудшего сценария развития паводковой ситуации, ИДДС муниципального образования немедленно сообщает Центр управления кризисных ситуаций Главного управления. Через Центр управления кризисных ситуаций уже идет оповещение, информирование всех служб, которые будут задействованы в ликвидации той или иной чрезвычайной ситуации. В принципе, на сегодняшний день в соответствии со всеми планирующими документами все силы и средства, которые будут задействованы, уточнены. Это порядка, получается, на сегодняшний день более 16 тысяч человек, 3 тысяч единиц техники и, если со стороны авиации посмотреть, там более 25 единиц авиации.
Все эти силы и средства будут задействованы при ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, и на сегодняшний день мы готовы экстренно реагировать на все случаи. Мгм. А насколько вообще прохождение паводка зависит от погоды? Вот, если Ну, вдруг потеплеет прям совсем, это будет... Прохождение паводка, конечно, напрямую практически зависит от погодных условий, от климатических. Вот сейчас у нас на этой неделе довольно-таки установится практически теплая погода по всей территории республики. У нас сейчас очень хорошо прогревается река Колыма. Да, там дневные температуры доходят до плюс 8, плюс 9 градусов, идет активное снеготаяние. И с середины этой недели, к концу недели у нас ожидается тоже заход тепла, южный циклон придет, и по реке Алекма... Давайте про Алекму после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия Лайф». Мы продолжаем обсуждать прохождение паводковых вод. И прежде чем уйти на рекламу, говорили о реке Алекме. Ну, продолжу, да. По реке Алекма мы в конце этой недели ожидаем тоже, вот, как я уже выразился выше, заход тепла. И там дневные температуры будут от плюс 13 до плюс 18 градусов практически по всей длине Алекмы и Алдан. Вот, начнется активное снеготаяние, склона в исток, начнется подниматься уровни, но ситуация нами тоже отслеживается, оперативно докладывается и в ЦУКС, и в МЧС, региональная МЧС, и также в Госком ОБЖ вся информация у нас доводится для того, чтобы мы могли принять оперативные какие-то решения. На что бы еще хотелось обратить внимание, о том, что у нас формирование заторов предполагается у нас на средней линии, это в пределах Алекминского района, также от села Табага до села Намцы, включая городской округ, город Якутск, и также он в пределах Кобяйского и Булунского районов, в среднем и нижнем течении рек Алдан, Амга и на участке реки Вилюй от Верхневилюйской до Устья. Мгм. Вы вначале сказали, что паводок в районе Якутска ожидается в районе 15-18 мая. Нам нужно ждать. Прогноз примерно какой? То есть всех же волнует, что Даркалах потопит или не потопит? Ну, Даркалах это 203-й. Даркалах это такое место, которое топится ежегодно, и там уровень составляет 550 сантиметров над нулем поста, а опасная отметка у города Якутска 827 сантиметров. Но мы максимальные уровни ожидаем до 800 сантиметров у города Якутска. Но это опять же без учета затора. Если образуется затор где-то ниже города Якутска, то, соответственно, будет резкий подъем уровня, и уровни могут превысить опасные отметки. Но я же правильно понимаю, что мы всегда готовимся к самому сложному сценарию, да? Да, вот мы считаем о том, что все равно затопление территорий, низменных-то частей-то территории все равно будет. Если брать по городскому округу Якутск, мы тоже прогнозируем все-таки некоторые-то участки затопления территорий. Но Кангаласы, может быть, да? самое как бы особое, Лагина. особое внимание, где у нас идет затор, при образовании затора в Намском районе будет влияние на территорию городского округа Якутск. Это ниже по течению, это чуть ниже Такангаласского мыса. Если там заторообразование происходит, то идет влияние на городскую территорию. Ну и в связи с этим наши оперативные группы и группы взрывников, мы практически в этом районе, в районе Дейца, в районе второго Тахамустаха, практически ежегодно там проводятся взрывные работы. Но здесь как бы палка о двух концах. Тоже к нам были обращения о том, что все-таки, чтобы было благоприятные условия для сенокосных угодий, да, но при этом мы должны
обеспечить, чтобы объекты экономики у нас не пострадали. И в связи с этим будем проводить взрывные работы и оперативно реагировать. Вот есть еще такое поверье, что ли, не знаю, в народе говорят, что самое опасное время паводка — это вот черная вода. И типа это показатель того, что вот точно быть беде, все затопит. Правда это? Ну, я, наверное, скажу, мы еще ждем вторую волну паводка, которая, скорее всего, пока по предварительным прогнозам может быть выше первой волны половодья. Потому что начнется тоже снеготаяние с гор, тот же Витим, Алекма, они вот главные поставщики такой воды на нашу территорию. И ну, мы тоже будем оперативно это все отслеживать, вести мониторинг. А где населению получать вот самую свежую информацию о прохождении паводка? Ну, информация о прохождении паводка, по крайней мере, ну, у нас будет вестись на нашем сайте Якутского управления, да, там будет вестись вся история, и плюс будут прикладываться карты, ну, где какие явления проходят, и также мы будем отображать это в своем тоже телеграм-канале. Но помимо этого ведь есть еще система оповещения. Вот как она работает? Ну, в республике у нас существует комплексная система оповещения населения, в том числе и вот те видеостенды, те, которые в городе Якутске, это и на площади Орджоникидзе, и на Комсомольской площади, ну а также с органами местного самоуправления на местном там уровне. Вот, например, я сейчас только приехал с Верхнеколымского района, у них будет организовано оповещение внутри у себя и в WhatsApp-группах, Telegram-группах, ну а также по бегущей строке. Ну и у нас тоже в нашем государственном комитете на официальном сайте тоже будет вестись ежедневное информирование и размещаться оперативная информация, то, что происходит у нас, как идет ледоход. Ну и ледоход — это же не только опасно, но и красиво. Это традиционная же наша такая забава, да, ежегодная, смотреть на ледоход. Вот, по крайней мере, в Якутске какие безопасные места, откуда можно спокойно ледоход смотреть и чего точно делать не нужно? Как близко его можно смотреть? Уже более 10 лет нашим управлением ежегодно онлайн-трансляция ведется за ледоходом. В первую очередь это мы начали, когда вот следили, как разрушается ледовое поле, вот где места, где противопаводковые мероприятия были. А потом уже начали вести онлайн-трансляцию, чтобы население видело. То есть самое безопасное — это смотреть онлайн, у Онлайн, вас да. на сайте. На нашем сайте. И помимо этого, вот, в последнее время вот, с развитием интернета Ростелеком тоже вот, транслирует с населенных пунктов, ну, Покровск, Небегунцы, там Табага, Якутск. На нашем сайте и на сайте Госкомобж тоже можно ссылку и посмотреть онлайн-трансляцию за ледоходом. Ну, понятно, что это самое безопасное, но все-таки вот если хочется выехать, то куда можно выехать? Ну, прежде всего, в пределах города Якутска можно выехать на Табагинский мыс, посмотреть сверху. Очень красиво видно с начала реки и как она уходит вдаль. Спускаться не стоит к воде. Само собой, конечно. Ну так, в принципе, выйти на побережье, да, на дамбу выйти, на инженерную защиту от паводков от города Якутска посмотреть. Это третий участок нашего сооружения. Ну вот, кстати, про гидротехнические сооружения, про их подготовку. Да, но в республике у нас вообще имеется порядка 313 гидротехнических сооружений. Из них, Попросту говоря, дамбы. ну, не совсем. Где-то Нельзя? перемычки, где-то шлюз-регулятор. Это, ну, Шлюзы, это то есть по-разному, да. в целом. Берегоукрепление — это тоже гидротехническое сооружение. Вот, в целом. 198 это они находятся в муниципальной собственности, 198 это у нас в госсобственности, 81 в муниципальной и 46 гидротехнические сооружения это хозяйствующие субъекты, такие как Алроса, Тасвирах нефтедобыча.
Вот, да, ну, деньги у нас предусмотрены по всем гидротехническим сооружениям. Допустим, которые находятся в госсобственности, они предусмотрены в госпрограммах республиканских. Которые муниципальные, соответственно, Нет, в муниципалитетах. муниципальные, соответственно, В муниципалитетах. муниципалитетах, да, у хозяйствующих субъектов, соответственно, у них в своих программах. А кто-то проверяет, чтобы вот, Да. муниципалитеты обязательно за Ежегодно своими в рамках сооружениями следили? подготовки к паводку проводится предпаводковое обследование гидротехнических сооружений с соответствующим внесением акта. Существует комиссия республиканская, которая ответственна за приемку гидротехнических сооружений перед паводком. Они выезжают на место, обследуют, соответствующие акты Ну, вносят. то есть хозяйствующий субъект не может сказать, вот у меня в этом году денег нет, я не буду ничего делать. Нет, да? конечно. Существуют же планы определенные у Нашим каждого. управлением тоже вот ежегодно в соответствии нашего плана тоже идет обследование гидротехнических сооружений и объектов, представляющих экологическую опасность при паводке. Тоже на сегодняшний день план 80% выполнен, ну, до паводка все обследования будут выполнены. Ну и начали мы говорить о Табагинском мысе, когда я вас перебила. Еще с Кангаласского мыса можно смотреть, да? Да. Ну, у нас народ знает, куда выходить, откуда смотреть. Но самое главное не спускаться к воде. Да. В общем, сидеть наверху и смотреть оттуда или на сайте. Соблюдать все техники безопасности. Ну и так, последний, наверное, вопрос про добровольцев. Да, когда вот, если происходят какие-то такие ситуации, ну, вот как я помню, Дмитрий Дмитриевич как-то вообще лично, там, насколько вообще востребованы добровольцы в таких ситуациях? То есть мешаются они, не нужны они или нужны, и куда обращаться, если люди хотят помочь? Ну, мы очень тесно с добровольческим сообществом держим контакты. Вот, например, Союз спасателей, Россоюз спас, общественная организация. Практически в каждом районе есть активные ребята, активные граждане, те, которые нам очень во многом. Тут стройотряды студенческие и бывают. это и паводки, пусть, это и природные пожары. Они активно нам помогают. И здесь вот когда наступает беда, да, какая-то связанная с природными чрезвычайными ситуациями, никто не остается в стороне, а мы активно их привлекаем на решение задач. Ну что ж, но надеемся, что в этом году, хотя мы готовимся к худшему, все пройдет благополучно, и помощь добровольцев не понадобится. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.